Суточный прирост по коронавирусу в Коми – 243 человека. Вторую неделю это новая средняя цифра по выявленным пациентам. Отчасти тут влияет ускорение тестирования благодаря введению 6-й лаборатории в Ухте. Но отчасти ситуация все-таки непростая. На плато по ковиду, например, регион выйдет не раньше середины декабря. Такой прогноз на очередном обращении выдал Владимир Уйба. Мы показываем его полную версию. Уважаемые жители республики, добрый день. Сегодня мы с вами встречаемся практически после недельного перерыва. И не знаю, как вам, мне на самом деле недостает общения. Но вот будем компенсировать. Расскажу вам о ситуации с ковидом. Разъясню моменты, которые приходят в вопросах, которые обсуждаются сегодня в семьях, на улицах. Как сегодня протекает ковид, какие отличия его от весенне-летнего ковида, осенне-зимний ковид. И расскажу по тем мерам, которые мы сегодня предпринимаем и что прогнозируем в будущие месяцы. Итак, вот за прошлые практически 2 недели мы ежедневно прирастаем более чем на 200 случаев. Хочу сразу отметить, что у нас цифры истинные, то есть мы реально цифры даем, те, которые диагностируем, в первую очередь, конечно же, по ПЦР. Именно это является у нас отметкой того, что человек действительно имеет вирус. И что настораживает, это то, что в основном это заболеваемость в городах, поэтому это говорит о том, что инфекция злее стала и намного контагиознее. Ну и все-таки вот основная причина, вот мне задают вопросы, почему же так вот растет? Ну потому что, если вспомнить апрель, май, июнь, то мы с вами практически не общались. Мы практически были разъединены, разобщены, то есть не было общения на работе, не было общения в школах, не было общения в театрах, кино, мы не ходили в крупные супермаркеты, мы практически не передвигались на общественном транспорте. Сегодня все это есть. И, конечно, вот основная причина такого подъема – это контакты. Контакты и несоблюдение мер первичной профилактики. Очень часто я наблюдаю, когда захожу в общественные места, в магазины, и смотрю, как надета маска. Маска надета, к сожалению, либо на подбородок, либо ниже носа, а следовательно, она не работает. Именно это, вот высокая контагиозность инфекции и несоблюдение первичных мер, ничего нового. Вот это снова та же самая история. И наша активность, как я уже сказал, везде, на работе, в общественных местах. То есть мы очень много контактируем, мы живем обычной жизнью, ну а вирус нас за это наказывает. Если сегодня вдруг такую создать ситуацию, и мы снова окажемся в такой вынужденной изоляции, я вас уверяю, буквально через неделю все снова уйдет на те же 30-40 случаев ежедневно, 50 максимум. Это будет вот ответом на все вопросы, почему мы растем. Но мы этого сделать не имеем права, потому что мы за весенний-летний период практически потерпели крах экономический. Да? Не столько крах от инфекции, сколько экономический. И сегодня мы восстанавливаем, и, конечно, ни в коем случае мы не можем снова эту ситуацию повторить, разобщиться, потому что мы не выдержим экономического падения. Тем более мы сегодня уже потеряли и от углеводородов, я об этом постоянно говорю, в налоговой базе республики, и, конечно, мы ни в коем случае не должны этого допустить. Поэтому еще возвращаюсь к тому, с чего начал, профилактика, еще раз профилактика. Я расскажу о том, что мы делаем с точки зрения организационных мер. У нас есть меры такие инновационные, и мы всячески снижаем именно организационными мерами возможность контактов. Об этом чуть позже. А сейчас все-таки по цифрам, понимая, что
вот такой активная жизнь, такие контакты будут давать рост заболеваемости. Первое, что мы сделали за лето и за осень, мы увеличили коечный фонд. Снова напомню вам, что у нас по расчетам федерального Минздрава нужно было иметь 410 коек. У нас на сегодняшний день открыто 2264 стационарные койки в наших 7 медицинских ковидных организациях. И вот только за последние 2 недели мы пополнили фонд еще коечный на 130 дополнительных коек, развернули 90 коек на базе стационара Республиканского кожно-венерологического диспансера и 40 коек на базе Ухтинской городской больницы. Это вот к вопросу о том, что у нас Ухта сегодня растет опережающим темпом. Даже, вот я повторяю, сегодня опередили Сыктывкар. В 4 раза больше расчетной мы развернули коечный фонд, обеспеченный кислородом, потому что, к сожалению, вот этот осенний вирус, он злее, я уже сказал, и большее количество появляется людей средне-тяжелых, которые требуют кислородной поддержки. 148 коек у нас оснащены аппаратами ИВЛ. Много это или мало? Ну, это 100% от потребности, у нас 144 расчетная, чуть больше 100, и у нас сегодня 32 человека на койках, которые оснащены ИВЛ, то есть 32 человека на аппаратах. Соответственно, у нас в запасе более 110 коек, оснащенные ИВЛами. Это все-таки хороший запас, но мы сегодня делаем все для того, чтобы не доводить человека до аппарата искусственной вентиляции, ввести его, не выходить за рамки средне-тяжелой. Но, к сожалению, как правило, это пациенты старшего возраста, 65+, и с большим букетом хронических заболеваний. Вот то, что я говорил, что мы делаем для того, чтобы снизить контакты, чтобы повысить эффективность нашей стационарной и амбулаторной сети, вот те новшества, которые мы применяем и которые буквально на следующей неделе снова будем запускать. Этого пока никто не делает, мы пионеры. Что мы сделали? Ну, во-первых, мы по сути ускорили в 1 клик до суток у нас сегодня. После анализа ПЦР идет извещение на участкового терапевта, с тем, чтобы как можно быстрее этот человек оказался либо в стационаре, а если легкая стадия заболевания, то дома, но обеспеченный обязательно амбулаторным лечением. Это крайне важно, и это мы сегодня делаем. Второе, мы буквально днями, вот я сказал, запустим СМС-рассылку. То есть как только приходит ПЦР, подтвержденный в лабораторию, тут же пойдет СМС-рассылка человеку, что и у него подтвержденный ковид плюс, и, соответственно, будет такой алгоритм действий, что делать дальше, и тут же участковому терапевту или педиатру. Для чего? Вот для того, чтобы уменьшить, чтобы человек знал, что он болен, что у него даже в легкой форме, но у него ковид, он уже является источником заражения, и прервать эту цепочку заражения. Еще одна новация, которую тоже мы сейчас отрабатываем, повторяю, это наш пилот. Мы, видя огромную нагрузку на амбулаторное звено, видя, что перегружены наши участковые терапевты и педиатры, создаем такую инновацию. Мы создаем на базе одного из поликлинических учреждений ковидный амбулаторный центр. То есть у нас 7 стационарных ковидных центров, да, КРКБ, например. Мы создаем еще такой ковидный в Сыктывкаре, пока и, скорее всего, сделаем в Ухте, потому что Ухта растет очень сильно, амбулаторный ковидный центр. И для того, чтобы поднять эффективность работы врача, чтобы врач не ходил на дом, мы сегодня отрабатываем пул таксистов, которые переболели ковидом, и которых мы возьмем на работу как такую амбулаторную скорую помощь. Для того, чтобы, когда поступает домашний вызов с адреса, когда не требуется стационара, когда нужно подтвердить или просто провести осмотр, поставить первичный диагноз, это еще может быть легкая стадия, это просто повышение температуры, чтобы вот такие мобильные такси-скорая помощь амбулаторная, причем, повторяю, переболевшие водители, привозили пациента вот в такой амбулаторный центр. Что это даст? Ну, это, во-первых, даст
наибольшая эффективность врача, потому что врач не будет тратить время на доезд или на доход к пациенту, он будет принимать намного эффективнее на рабочем месте. Второе, мы сможем запустить такой амбулаторный ковидный центр с утра и до глубокой ночи, поставить там несколько смен врачей и сразу там принимать на месте решение, потому что этот амбулаторный центр будет обеспечен экспресс-диагностикой. То есть мы закупили для этого сегодня экспресс-тесты, ИФА-тесты, у них эффективность 90%, и мы там же на месте, как только пациента привезли с ОРВИ, с вот такой скорая помощь такси ОРВИ, или мы делаем тест и видим, что ковид, мы там же на месте назначаем лечение, и доктора принимают решение по стадии заболевания, что это. Это легкая форма, которая может лечиться на дому, либо это все-таки уже начальная форма пневмонии, и нужна госпитализация. Хочу сказать, что мы, понимая о том, что будет осень, я об этом говорил, что будет микс инфекций, да, мы сегодня видим этот микс, у нас нет гриппа, но у нас есть ОРВИ и аденовирусы. И вот этот микс уже сегодня работает против человека, ослабляя иммунитет. Мы создали неснижаемый запас на 3 месяца, затратили на это огромное количество денег из бюджета, но подготовились. Во-первых, обеспечили СИЗами наших медработников, а во-вторых, закупили медикаменты. В том числе уникальные медикаменты, это инновационные медикаменты, противовирусные, фавипиравир, например. И мы сегодня его имеем и лечим им на амбулаторном звене. Вот это крайне важно. Для того, чтобы... И не только противовирусные, у нас в достаточном количестве антибиотики, антикоагулянты. Причем мне иногда задают вопрос, а почему начали одним антибиотиком, заканчивают другим? Ну, потому что бактерии, которые сопровождают вирус, они тоже не спят. И мы делаем чувствительность, начиная один антибиотик, и это нормально, это тактика врачебная. Сделали чувствительность, а к тому антибиотику, которым начали лечение, чувствительность низкая. А к другому антибиотику чувствительность высокая. И тогда в процессе 2-3 дней лечения антибиотик меняется. Это нормальная тактика врача. И не нужно думать о том, что вот нет антибиотика, начали одним, бросили его, или он закончился, начали лечить другим. Кроме этого, мы понимаем, что нужно увеличивать процент тестирования. Потому что своевременно выявленный пациент с ковидом значит остановить цепочку распространения. Для увеличения объема ПЦР-исследований мы заключили договоры, в том числе и с Кировом, и с Москвой, вот на дополнительные исследования. Чтобы не более суток у нас было от момента взятия до момента постановки диагноза. Плюс мы открыли, буквально вот на этой неделе, открыли мощную современную лабораторию, там будет от 200 до 400, в зависимости от сменности, исследований в день в Ухте. В Ухте, потому что, ну, во-первых, Ухта крупный город, во-вторых, вот она у нас растет, а в-третьих, мы сейчас на Ухту замыкаем Сосногорск, Устильму, тем самым, опять же, уменьшаем плечо и время выполнения ПЦР. Очень острый вопрос, вопрос кадров. Очень острый. Нам не хватает сегодня, врачи тоже болеют, к сожалению, средний персонал болеет, нам не хватает врачей, и мы сегодня рекрутировали, да, поставили под ружье, мобилизовали, как хотите, вот это можно сказать, студентов 4-х, 5-х, 6-х курсов мединститута СГУ. Ребята молодцы, откликнулись, естественно, мы их стараемся сразу не в красную зону бросать, но те, кто уже подготовлены и прошли дополнительное обучение, ставим в том числе и в красную зону, обязательно берем ребят на договор, трудовой договор, это оплаченная работа, понятно, что это тяжелая работа, и, конечно же, они в общей команде, и, конечно же, мы их точно так же и бережем, и отмечаем их. Это наша команда. И, кроме этого, мы еще привлекли 4-й курс в колледже с тем, чтобы они пока не могут работать медицинскими сестрами или медицинскими братьями, но как волонтеры они оказывают тоже нам неоценимую помощь. Плюс я подписал письмо, обратился с ходатайством в Федеральный Минздрав, Министерство обороны, с тем, чтобы дополнительно, если есть возможность, еще нам дать специалистов, потому что в специалистах действительно у нас сегодня есть проблема. Почему мы делаем вот этот вот амбулаторный ковидный центр, почему мы меняем поточность, да, то есть мы не врача направляем в адрес, а наоборот пациента везем к врачу. В
При этом все равно, вот, если сравнивать летние месяцы, нагрузка на медицинских работников, на стационары, на амбулаторно-поликлиническую сеть выросла в 3 раза. Смотрим и отслеживаем очень эффективно, на мой взгляд, все-таки в течение недели максимум мы меняем маршрутизацию. Там, где у нас был затык по КТ в стационаре в республиканской больнице, республиканской, мы перераспределили потоки, амбулаторный поток на КТ пустили в диагностический центр, с тем чтобы не создавать коллапсы, не создавать пробки, вот такие диагностические в стационаре. Отслеживаем, смотрим, где, на каком участке у нас есть затруднения. Есть затруднения, допустим, в КРКБ на госпитализацию увеличили вдвое количество приемных врачей и медсестер в КРКБ. Сразу снизили нагрузку вот на ожидание в КРКБ. Поэтому отслеживаем оперативную обстановку и меняем алгоритмы, меняем маршрутизации. Но, повторяю, сегодня вопрос кадровый. Кадровый вопрос очень остро стоит. Что мы делаем по финансированию? Финансирование сегодня на ковид приоритет. Только за последний месяц в октябре мы перераспределили снова средства на борьбу с ковидом и из республиканского бюджета выделили 270 миллионов рублей. Это вот как раз диагностикумы, это как раз анализы ПЦР, это как раз медикаменты, СИЗы, это оплата коми-авиатранса для доставки тяжелых пациентов. И плюс федеральный бюджет тоже выделил дополнительно 170 миллионов. То есть можете себе представить, вот только в октябре мы без малого почти 400 с лишним миллионов затратили на борьбу с ковидом. Поэтому, уважаемые жители республики, могу сказать, что у нас в республике работа ведется сегодня профессионально, высокоэффективными методами и средствами, в том числе медикаментозными. Понятно, что, повторяю, это не какой-то только у нас рост от того, что мы не понимаем ситуацию или ее недооцениваем, и, соответственно, не отрабатываем современные технологии лечения. Вовсе нет. Мы просто очень ведем активную жизнь и, как я уже сказал, плохо защищаем друг друга. Поэтому все, что необходимо с точки зрения медицинской организации, мы это делаем. И вот делаем инновации, те, которые не делают сегодня вообще никто в России, я вам сегодня об этом рассказал. Но, повторяю, от вас очень много зависит. Поэтому снова призываю вас, пожалуйста, лица старше 65 лет, пожалуйста, постарайтесь вообще не выходить из дома, старайтесь, чтобы вас обеспечили продуктами. Я думаю, что еще 2 цикла у нас будет подъем, то есть это 2 раза по 14 дней, 28 дней. То есть мы планируем все-таки к середине декабря мы должны выйти на плато. И при том, что если мы снова будем выполнять все, и мы, как организаторы, и правительство, и Минздрав республики, и каждый человек будем выполнять ту работу, которую ваша работа по профилактике, это тоже работа. И вот если мы будем все делать одно дело, то, конечно, я думаю, что к концу года все-таки мы выйдем на плато, чтобы нам встретить Новый год, не на таких цифрах, и пойти все-таки на снижение. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя, и до новой встречи, до свидания.